Вот такой вот красивый дом должен был здесь стоять уже больше полугода. На деле же только начатое строительство. 2 этажа, у которых даже стен еще нет. Дольщики бьют тревогу, ведь застройщик уже проходит процедуру банкротства. 63 семьи ждут обещанного новоселья уже больше 3 лет. Вторая очередь элитной многоэтажки должна была быть построена еще в прошлом году. Сейчас строительство заморожено. Максим Слепцов взял ипотеку на 2,5 миллиона, а жить до сих пор толком негде. Арбитражный суд ввел процедуру банкротства нашего застройщика ООО «Северная строительная компания». Банк не на заморозку кредита ничего не идет, то есть поэтому мы вынуждены быть под двойным игом и платить за несуществующий дом. Ирина Ушницкая продала старую квартиру, чтобы проинвестировать в строительство новой. Сейчас мать-одиночка также снимает жилье и кормит 6 детей в надежде, что новоселье все-таки наступит. Кто в правительстве сидит, да, кто депутат, кто вот в городском в этом мэрии сидит, пожалуйста, примите какое-нибудь участие. Дозвониться до застройщика не удается. Трубку в компании не берут, а номер приемной недоступен. Дольщики обращались во все инстанции, но нигде не нашли конкретной помощи. По мнению адвоката Ольги Чернышовой, им рекомендуется признать право собственности на объект. Тогда будет возможность достроить здание своими силами. В случае, если они объединятся, свой конкурс проведут и так далее, да, наймут другого застройщика, но это только тогда, когда уже за ними признают право собственности на этот объект. Процедура банкротства в данном случае Северной строительной компании она будет очень длительная, поскольку у них очень много объектов. Стоит отметить, что прокуратура провела проверку по данному факту. Сейчас материалы находятся у следователей. Не исключено, что руководитель строительной компании может понести ответственность вплоть до уголовной. Юлиан Бояркин, Максим Бурцев, Денис Попов. Вести. Якутск.